Вспомним несколько аятов из суры Мульк. Сура Мульк очень известная, популярная сура. В ней описывается могущество Аллаха Субхану Тааля. И пророк сказал, алейхиссалату вассалям, об этой суре: «Инна фил Кур'ани суратан ау талатуна аятан шафаат ли сахибиха». Ау кама каля алейхиссалату вассалям. В Коране есть сура, состоящая из 30 аятов. Она будет, не только будет, а есть заступница за своего товарища. То есть кто эту суру читает, следует ей, конечно же, и обучает другим, то им будет заступничество. Эта сура будет за него заступаться, за этого человека. Несколько аятов из этой суры прочитаем. Аллах говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва асирру кавлакум ау иджхару бих. Иннаху алимун бидатис судур. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. Аллах сказал в суре Аль-Мульк, 13 и ниже аяты. Это вторая страница суры Мульк. Аллах говорит: «Ва асирру кавлякум». Свою речь можете скрывать. Ау иджхару бих, или открыто проявлять. Иннаху алимун бидати судур. Он знает о том, что содержится в грудях. Вот, значит, есть такая поговорка, это араб, один поэт написал, говорит: «Аль-кулубу каль-кудури тахли бима фиха, ва аль-синатуха магафируха». Сердца, они похожи к казанам, кипят с тем, что в них есть. А языки — это черпак, или как еще называют, поварешка, ковш, с помощью которого достают то, что в этом казане имеется. Вот. Поэтому язык — такой вот аппарат, такой орган, без кости, как говорится, но вытаскивает то, что есть в сердце, показывает то, что есть в сердце. И мы можем понять о том, что есть сердце, только исходя из речи человеческой или из его поступков. А Аллах Субхану Тааля прямиком смотрит туда и говорит: хотите — скрывайте, хотите — говорите, для меня никакой разницы нету. Он знает то, что находится здесь, в вашем груди, в вашем сердце. Аля я'ляму, как же может не знать ман халяка, тот, который создал. Это же его творение, да? Как он может не знать? Ва хуа латиф, ведь он знает все тонкости, все скрытое. Аль-хабир, и всесведущий. Кто что-то создал, например, в современном обществе тоже прекрасно знает, как этим пользоваться, что из себя оно представляет, да?
Например, хозяйка, которая приготовила суп, знает, какие там ингредиенты имеются. И человек, который создал, например, телефон какой-то, iPhone, Samsung и так далее, они знают, что там имеется. И кто создал, например, такую систему, как сейчас она распространена в мире широко, интернет, тоже хорошо знает, что там есть, как там есть, кто куда зашел, кто чем занимается, все через это узнают. Валилляхи аль-масалюль а'ля, Аллах превыше всех примеров, ни с кем, ни с чем его сравнивать невозможно, на него никто, ничто не похож. Но такие элементарные жизненные примеры мы привели вам для того, чтобы мы были уверены, что Аллах знает о нашем сердце, о нашем внутреннем мире, поэтому надо максимально его контролировать, очистить сердце от показухи, от высокомерия, от чего еще? Какие еще есть недостатки, болезни сердечные? Что? Гордость. От гордости, да. Самый первый грех совершенный. Ну, во всяком случае, то, что мы знаем, может быть, и раньше были какие-то, Аллаху алям, существа, какие-то грехи, но самый первый грех — это грех Иблиса, когда он возгордился и сказал: «Ана хайрун минху», я лучше, чем он. Ты меня создал из огня, его из глины, глина под ногами, огонь наверху. Но извинитесь, если в огонь бросить зерна, они сгорают, если в землю бросить зерна, они что делают? Прорастают. Да, вот у человека, значит, есть такой потенциал, что если он будет заниматься самим собой, если им будут заниматься родители, учителя, воспитатели, иншаллах, хорошие он даст плоды. «Хуа аллази джа'аля лакумул арда залуля». Здесь упоминается фраза «хуа» и в первом аяте, и во втором аяте. Это особая фраза, свойственная Всевышнему. «Хуа». Часто в Коране мы это видим. «Куль хуа Аллаху ахад, Аллаху ла иляха илля, ху». Аят аль-Курси. И в многих других местах. И здесь тоже «хуа». «Хуа аллази», он тот, который «джа'аля лакумул арда залуля», сделал землю для вас подчиненной. «Фамшу», ходите же, «фи манакибиха», по ее дорогам. Минка по основе переводится плечо. Манакиб, здесь имеется в виду дороги, потому что плечо, вот оно выделяется из остальных частей тела. И дороги тоже, они выделены. Если, например, на них посмотреть с птичьего полета или с космоса, или даже отсюда смотреть, у них есть определенные разметки, определенные направления. Вот это минкаб, манакиб. «Фамшу фи манакибиха», ходите же по ее дорогам, «вакулю мир ризки», и кушайте из его удела. «Ва илейхи нушур», и где бы вы ни ходили, сколько бы ни ходили, чего бы ни делали, к нему будет собрание, к нему будете собраны. Вот, земля для нас, альхамдулилля, сделана Аллахом удобной для проживания. Есть различные законы, установленные Всевышним. Законы гравитации. Земля нас, например, тянет вниз, мы не улетаем куда-то в космос. Есть законы трения. Мы ходим, и машина едет, на тормоз нажал, терется и останавливается. Есть много других законов, которые мы знаем, не знаем. Всех их Аллах нам подчинил, то есть эти законы создал и сделал землю для нас подчиненной, удобной. Поэтому, говорит, на одном месте не ходите. Имшу, ходите. Поэтому имшу, ходите. Почему надо ходить? Потому что в движении есть, что есть?
баракат есть, жизнь есть. И, валлаху алям, несколько дней назад мы встречались с одним доктором, мусульманин, альхамдулилля. Знаешь, человек разбирается во всех этих особенностях нашего организма, говорит, что у нас 90 миллиардов нейронов есть. Из них 60 миллиардов отвечает за движение. Поэтому кто двигается, у него нервная система хорошо работает. И он будет более здоровый, более крепкий, более успешный, чем тот, который что делает? Сидит и мало двигается. Сидит, мало двигается. Ну и в народе тоже это люди знают и говорят: бездан харакят, Аллахтан баракят. Да, от нас какое-то движение, а помощь, поддержка от Аллаха. И говорят: утурган таш шумара, юрген таш. Наоборот. Утурган таш мукляна, юрген таш шумара. Если один камень сидит на месте и не двигается, он покрывается чем? Мхом. Зарастает и становится неинтересным. А если камень в движении находится, он становится таким приятным, гладким, его интересно потрогать, посмотреть. Ну, где-то, например, на берегу моря много таких камней бывает, потому что они туда-сюда с волнами ходят и становятся приятными. И человек тоже так же. Человек тоже так же. Значит, еще раз вернемся к этим этим. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Еще мы не продолжили, здесь, оказывается, еще продолжение есть. Ходите по земле, значит, Аллах, Он тот, который сделал землю подчиненной для вас, ходите же по ее дорогам и кушайте из его удела. Значит, кто ходит, он еду находит себе. Ризк. Ну, еда — это ризк не только, который в курсах попадает, еда. Еда бывает в сердце наше тоже. Смотрим мы, вот, двигаемся и понимаем свою слабость, свою немощность. И в путешествии чаще больше имя Аллаха упоминаем. Зикр делаем. Сердце наше наедается от зикра, успокаивается. И разные виды видим, разные картинки, цветы, травы, люди. И все это дает нам интеллектуальную пищу. Мы задумываемся о чем-то. Интеллект наш, разум тоже наедается. И эмоциональная нужда есть в человеке. Человек хочет кушать не только еды и чуть-чуть вот повеселиться, чуть-чуть погрустить, чуть-чуть вот эмоции ему тоже нужны. И в путешествии очень много открывается шансов для эмоций. Если ты с кем-то в дорогу вышел, особенно если только вдвоем, либо близко подружишься очень хорошо, либо очень разругаешься. Да, потому что вот эмоции начинают проявляться в дороге. Кто-то плачет, кто-то смеется, кто-то кричит, кто-то сабр проявляет. И кулю мир ризки, кушайте из его удела, то есть разная форма удела будет от Аллаха, иншаллах. Есть еще время у нас? Хадисы почитать. Время. 4 минуты. Так, значит, хадисы тоже на эту тему, несколько хадисов. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس رواه البخاري. Имам Бухари приводит хадис от Кааба ибн Малика, пусть Аллах доволен будет им, в котором он сообщил о том, что пророк, алейхиссалям, вышел на битву при Табуке в четверг. И передатчик хадиса Кааб ибн Малик говорит, что пророк любил, алейхиссалям, выходить в дорогу по четвергам. Почему так интересно? Как вы думаете, вот, у кого какие мысли есть на эту тему? Следующий день пятница, бараката больше кричат. Следующий день пятница, вот вышел в дорогу, на пятницу джума успеешь, иншаллах, да, на джума намаз успеешь. Хорошее предположение, машаллах. Если не выйдешь дома, тоже прочитаешь. Если не выйдешь дома, прочитаешь. Да, но именно он любил, алейхиссалям, именно в четверг выходить, своим примером показывал. И В четверг же принимаются, показываются дела Всевышнего Аллаха.
Возможно. Возможно, да. Когда наши дела поднимаются, есть специальные зрители, на наши дела смотрят. В суре Мутаффифин об этом аят тоже есть. Аузу билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Как там аят, кто вспомнит? Инна китаб аль-абрари лафи аллиин, ва ма адрака ма аллиюн, китабун маркум яшхадухуль мукаррабун. Да. Книга праведников, она фиксируется, записывается и поднимается, и яшхадухуль мукаррабун, и за этим наблюдают приближенные к Аллаху. Вот. И пророк, алейхиссалям, значит, любил поститься по четвергам и любил путешествовать по четвергам, видимо, поэтому, Аллаху аля. Когда поднимают наши дела, там есть пункт, от кого пришло и чем он сейчас занимается. И если приходит, например, от Дамирджана или от Махмуда, поднимается от Махмуда, в четверг поехал в дорогу. И они радуются, вот, молодцы, Аллаха слушаются, двигаются по дороге, на одном месте не сидят, как хорошо, покорные рабы Аллаха, да? Статус мусафира еще. Статус мусафира тоже путника. И у путника особый статус, да, ему облегчение многие Аллах дает. Хорошее предположение, машаллах. И есть еще хадис, в котором пророк, алейхиссалям, говорит, что в четверг и в понедельник открываются ворота рая. И Аллах всех прощает, верующих рабов, илля мушахин, кроме тех, у которых есть вражда друг с другом. Про них Аллах говорит: анзирухум, оставьте их, пока они не подружатся, им прощения нету. Значит, в четверг открываются еще ворота рая. И тоже оттуда что-то не сходит, то, что мы глазами не видим. Прощение от Аллаха не сходит, и милость Аллаха не сходит, валлаху алям, еще что-то не сходит. Видимо, поэтому тоже, валлаху алям, пророк, алейхиссалям, любил выходить в дорогу по четвергам. По четвергам. А если враждующие помолятся через 3 дня, как велено, Ага. как раз от понедельника до четверга или от четверга до понедельника. Пятница, суббота, воскресенье помирились, в понедельник опять ворота открылись и их простят. Опять Да. Поэтому больше 3 дней нельзя враждовать или обижаться друг на друга, или прекращать отношения. Надо подружиться в течение 3 дней, да? Отлично. Ну все, делаем теперь дуа. Просим Аллаха прощения. Астафируллах, астафируллах, астафируллах. Рабби хфир вархам, ва анта хайрур рахимин. Ва саллаллаху алейхи ва саллям.